Всех приветствую, ребята! Я велопутешественник Никита Тинче. Проехал уже более 80 тысяч километров по нашему земному шарику. И последнее видео о моем велосипеде вам очень зашло. Так что продолжаем цикл рассказов про уже мое снаряжение. Начнем, естественно, с сумок, с самой базы, что у меня навешено на велосипеде. Навешено сумки 27 литров компании Rhino-Walk. Каждая стоит по $40. К слову сказать, до этого путешествия, сейчас я нахожусь на Аляске, до этого путешествия я ездил с велобаулами. Вы понимаете, я покажу фотографию. У меня был велобаул фирмы Normal, Санкт-Петербургской. Я не знаю, кстати, эта компания сейчас жива или нет. Напишите в комментариях, кто в курсах об этом. И сам велобаул, базара нет, был хорош, очень надежный. Все 80 тысяч километров я проехал, по сути, с этим велобаулом. Но после этого велобаула, как я начал ездить с этими сумками, я, конечно, понимаю, что это было мучение. Единственный, наверное, есть плюс в велобаулах, это ее относительная надежность, потому что там нечему ломаться. Там ткань, она максимум может порваться, но это никак не повлияет на твою мобильность. Здесь же, если сейчас покажу эту сумку, здесь же пластиковые крепления. Если ты случайно, я не знаю, заденешь дерево на большой скорости или на любой, это теоретически может сломаться. И это уже нужен будет ремонт, и нужно что-то будет колхозить. В общем, на мобильности это скажется больше, чем если это порвется велобаул. Поэтому это, наверное, единственный минус этой сумки, единственный плюс велобаула. Еще минус велобаула, если ты загрузишь его неправильно. Они, конечно, разные бывают, с разными, наверное, креплениями, но тот, который у меня был, перегрузишь одну сторону, все начинает перегружаться туда, то есть тянуть туда. И было такое, что у меня велобаул слетал на кочках на большой скорости. Короче, это дешево и сердито. Эти сумки, это, конечно, очень классная вещь. Весит одна сумка килограмм 100. Это немало, конечно. Получается 4 сумки, практически 5 килограмм, представляете? Это немало. Велобаул, конечно, гораздо легче. Естественно, чтобы не было бардака, к каждой сумке у меня есть свое назначение. То есть, например, задняя левая у меня отвечает за еду. То есть здесь я вожу только еду, потому что я паркуюсь в основном так. То есть правой стороной к стенке, чтобы был легкий доступ к еде. То, что чаще я достаю, у меня я стараюсь с левой стороны ставить. Здесь еда, правая задняя, там у меня одежда, то есть все, что касается одежды. Передняя, левая, там электроника и всякая всячина. Электроники у меня не так много, поэтому добавляю еще всякой разной всячины. Тут есть тут мухоморы у меня есть, всякие изотоники, короче, такая всякая вещь. И передняя правая, это отвечает у меня за палатку, палатку и спальник. Так, начнем про содержимое сумок. Эта сумка у меня отвечающая за продовольствие. И начнем с того, на чем я готовлю еду. Я с собой взял такую печечку титановую. Она очень маленькая, легкая. Единственный минус, что она очень маленькая, слишком маленькая. Огню негде разгуляться, когда ты ставишь сверху котелок. Ему просто негде. Сейчас я котелок не взял. Вот он котелок. Там просто коптится, получается, все. Огню негде разгуляться. Но я придумал, просто ставлю 2 дощечки, 2 палочки сверху, толщиной с большой палец. И уже огню есть куда гулять, лучше становится. И она весит 70 грамм. Хороший походный вариант, конечно, потому что она ничего не весит практически. 70 грамм. Взял с собой наподобие сухого спирта. Там такие таблеточки. Для быстрого старта. Fire starter. На случай, если не получается разжечь костер, у меня есть, конечно, всегда с собой баллон
с горелкой. Сейчас в последнее время я им чаще пользуюсь, нежели вот просто становится лень разжигать огонь, честно говоря. А дальше по провизии тут все сугубо индивидуально. Сейчас я вот с собой вожу джерки, сушеное мясо. $18 стоит вот это полкило. И это самое лучшее предложение, которое на рынке я видел. Ну, в основном джерки, они очень дорогие. Но зато они хранятся очень долго. Как бы нету с этим проблем. Сколько хочешь, можешь хранить. Добавляю в кашу ее. Отличное дополнение. Еще вот с собой часто вожу вот это вот тунца. Тоже очень классно. Они недорогие. Как раз по порции очень удобно. Беру с собой вот такие вот макароны кноровские. Иногда хочется вот такое, да. Тут есть рис тоже из них. Пюрешка вот есть. Сейчас в этом путешествии мне очень важно разнообразие. Хочется что-то, чтобы было из чего выбрать. Вот тут рис у меня есть. Овсянка. Пшеничная каша. Гречневая крупка. Там тоже пшеничная каша. Это тоже гречневая крупка. Вот что там еще. И в этом путешествии я для себя открыл красную чечевицу. Очень удобная вещь. Ее, во-первых, замачивать не надо, и она быстро варится, в отличие от всех других бобовых. Потому что бобовые, они очень сытные. Ну, вообще это здорово. Но вот единственная проблема с готовкой ее. Там либо замачивать надо предварительно, потом варить. А это можно сразу. То есть советую. Классная вещь. Ну, приправы у меня, соль там с всякими, с луком, с чесноком, там, с разными вещами. Печеньки вот сейчас у меня есть. Ну, это так, к чаю я взял. У меня есть чай, чабрец есть, шиповник есть, чая я пью много. Вот в этом путешествии хочется вот так с таким видом вот встать вечерком с горами и попить чая. Да, еще чуть не забыл про гречку. Гречка — это самая дорогая для меня, дороже золота. Вот сколько я гречки, сколько тонн, наверное, я съел за все свои велопутешествия, вообще за всю свою жизнь. И, честно, она мне не надоедает. Знаете, вот часто бывает такое, что человек много этого ест, потом это видеть не может. Но у меня вот с гречкой такого нет. Я могу ее есть очень много. Ну, во-первых, она универсальная, ее можно сочетать со всем. Хочешь сладкую, хочешь соленую, там, и с молоком, там, с маслом, с солью, с рыбой, с мясом, с чем угодно. Просто так ее есть нормально. Универсальная каша и всегда нужна. И вот в Америке, конечно, проблематично ее находить. Но вот есть магазины, обычно называется European Food, и там ее можно найти. Вот на Аляске вот с этим вообще проблем нет. Тут потому что живут много староверов, которые там с Российской империи переезжали, там из Советского Союза. Ну, не только староверы, тут много русскоязычных вообще на Аляске. И вот в предыдущем магазине я закупался, вы его можете увидеть в моих сериях про Аляску. Я вот нашел там гречку, там все было. Практически зашел, как будто, я не знаю, ну, в какой-то деревенский магазин где-то в России. То есть там гречка, все есть. Класс. Нож у меня колстиловский, Range Boss. Он легкий, надежный, как и все, в принципе, Колстила. Это американская компания, американский бренд. Вот, хороший ножик, добротный, мне он очень нравится. Он легкий, самое главное, такой, который, в принципе, не жалко потерять. Можно что-то им открыть. Продолжаем с задней правой сумкой. Здесь у меня одежда. Вся одежда расфасована по гермомешкам. Весь воздух отсюда выкачивается. И места занимает мало, очень удобно. Вот, там у меня парадная одежда всякая. Ну, вот приезжаешь в город, надо в чем-то погулять, там одеваешь. Вот здесь у меня парадная, да, всякая всячина, там рубашка, туда-сюда. Здесь там тоже всякие рубашка, дорожная вот здесь у меня, да. Езжу я, стараюсь ездить в основном во всем длинном, чтобы закрывало все. То есть вот водолазка такая длинная и легеньком. То есть оно легенькое, пот хорошо выводит легко. Вот, и от солнца, чтобы закрывало. Это самое главное. Вот. Так, что по электронике? Про электронику я вообще сниму отдельное видео, но так вот вкратце. У меня есть солнечная панель.
Я не знаю, насколько она ватт. Я ее покупал где-то году в 2018. То есть она старенькая, но работает. Заряжает вот сейчас телефон. Телефон у меня Google Pixel 7 Pro. Ему уже годика, уже 4-й год идет. И у него уже аккумулятор, честно говоря, там ресурсность упала. Быстро разряжается очень. Надо либо, менять аккумулятор нужно. Дальше у меня есть дрон. Селфи-дрон Hover X1. Маленький такой, он в карманчик помещается. Чисто снимать себя. Кадры с него вы можете увидеть про мое велопутешествие на Аляске. Сейчас, то бишь. Вот тут есть один аккумулятор. У него сдох уже. Он пишет, что аккумулятор капздец. И у него остался один аккумулятор. Дальше у меня жесткий диск на 4 терабайта. Powerbank, я не знаю, насколько он там, 15 тысяч миллиампер. Он тоже старый, 3 года ему, как бы свою функцию выполняет. Обычно я подключаю, когда еду днем, вот подключаю солнечную панель к Powerbank, и он заряжается. Зарядка одна на 45 ватт. И планшет Xiaoxin IdeaPad Pro. Короче, очень классный планшет за свои деньги. На нем я, собственно, и монтирую, но про это я сниму отдельное видео. Покупал я его за $300 с Алиэкспресса. Очень офигенный экран у него. Это Lenovo, по сути. Просто есть версия Xiaoxin китайская, с китайской прошивкой. И вот она стоит дешево, вот так вот. Классный планшет. Дальше у меня есть наушники такие вот. Это отголоски моим увлечением аудиофилии. Бассен, очень классный звук у них. Вот, вместе с мобильным ЦАПом. У меня вообще на планшете очень большая аудиотека офлайн музыки. Вот я люблю музыку, транс-музыку, электронную музыку. То есть я все скачиваю и люблю послушать их. Вот мобильный ЦАПик такой есть. Подключается все к планшету. И я все это слушаю. Но помимо этого у меня есть и Bluetooth наушники обязательно. Как без Bluetooth наушников? Это база вообще. Вот. Боссы, я их за $300 покупал, не дешевые, но там очень классное шумоподавление у этих наушников. Вот им тоже, они уже 4-й год, там уже зарядку слабо держат. Но в дороге без них никак. Взял удочку с собой. Не скажу, что я рыбак, но иногда рыбочку хочется поймать, там, пожарить, но мне еще это не удалось. Вот, надеюсь, все впереди. Но часто просто после дороги нету силы, желания уже там рыбачить. Тут такое дело специфическое, надо любить, конечно. Так, здесь у меня дождевик есть. Обязательно, вот, давайте продолжим палаткой. Вот, эта палатка какая-то китайская, я даже не знаю, вот, ее Camp-Pal взял на Амазоне, стоила где-то $80. Взял одну из самых дешевых, она одноместная и легкая, она килограмм там с лишним весит небольшим, то есть с учетом ее веса я ее взял. Палатка в целом мне нравится, единственное, что она холодная, потому что у нее не закрывается вот эта сетка, конечно же, все продувается из-за этого. Вот, что мне еще не нравится. Есть недочеты, прям сейчас углубляться в это я не буду. Потому что когда я покупал ее, я об этом не думал. Я как бы смотрю, вес нормальный и по цене меня устраивает. Вот я ее и взял. Нормально. От дождя закрывает, главное, тент, тут все закрывается. Вот. Что внутри палатки у меня? Спальничек. До 0 градусов нормально, в общем. Он, как у него бренд, я забыл. Climate, бренд Climate, он продается в Walmart, он Wild Aspen 20. Единственное, что мне не нравится, он мне маленький, я его брал и что-то не просчитался с размером, он мне маловато, то есть если он кокон, то есть залезаю полностью, начинаю ноги вытягивать немножко, он мне давит на макушку, маловато чуть-чуть, и молния не с той стороны, она с левой, а мне надо с правой, мне неудобно. Ну ладно, обязательно шерстяные носки в спальнике лежат.
с ними спать гораздо приятнее. Коврик обычный тоже взял с Амазона, самый дешевый вообще. Срач у меня немножко, извините, вот у меня дневка тут, на 2 дня стою. Цикорий, это к еде, кстати. Не удержался и взял тоже его. Есть аптечка с собой. Там всякие пластыри, ножницы, там лезвия есть. Ватки какие-то. Вот, слава богу, я практически не пользуюсь аптечкой. Щипчики для ногтей. То есть все в этом держу. Бинт. Вот, есть что-то наподобие клея БФ. Liquid Bandage Spray. То есть пшикаешь, он затвердевает, там сразу все дезинфицирует. Удобная вещь. Вот. Что касается мыльно-рыльного, ну, там бальзам для зубов, щетка, паста, естественно, зубочистки. Там, что еще у меня? Всякие крема, мыло. Крем вот заживляющий есть. Крем, мыло. Ничего особенного. Там лезвие, там бритва. Бальзам для губ обязательно. Потому что в сухом климате тут губы быстро очень сушатся. Это очень важно. По обуви я взял вот такие ватер-шузы. Очень удобные. Легкие, мягкие, как кроссовки. Быстро сохнут. В основном я юзаю только их. И взял с собой вот эти вот коламбиевские трекинговые кроссовки. Это вообще по горам лазить где-то очень классные. Собственно и все. Снаряжение такая вещь сугубо индивидуальная. Все знания об этом как бы накапливаются с опытом. Я помню свои первые велопутешествия, когда отправлялся, я даже зачем-то саперную лопатку взял. Вот в свое большое первое велопутешествие на Кавказ взял саперную лопатку. Естественно, после нескольких сотен километров я ее где-то оставил, ну, выкинул, по сути, потому что зачем она мне нужна? Но сказывается отсутствие опыта. Чем больше опыта, тем меньше вещей ты с собой берешь, ты уже знаешь, что нужно, что не нужно. Но новички, к сожалению, вот они, ну, может, к счастью, они набирают много всего лишнего, ненужного. Это жизнь, так есть. Я сам был когда-то новичком и брал много всего ненужного. Что тебе кажется должно быть нужным, ты там насмотришься всяких видео, там, выживальщиков, потом смешно это зато вспоминать. Вот, так что спасибо всем, ребята, за просмотр. Будут еще видео из серии, чем я пользуюсь, там, про электронику. Вот, подписывайтесь на канал в YouTube, также у меня есть канал на Boosty, это для россиян, для тех, кто не хочет пользоваться VPN, там доступна подписка на ранние видео. Вот, так что добро пожаловать, спасибо вам всем за просмотр, удачи вам, счастья.